Сегодня мы отмечаем день рождения священника, просветителя и народного поэта Якова Емельяновича Емельянова. Несмотря на то, что ему исполняется сегодня 172 года, день рождения отмечается впервые. До сих пор не было известна дата рождения Якова Емельянова. Благодаря усилиям и поискам краеведа из Башкортостана Валерия Зарубина были обнаружены архивные документы о рождении и крещении поэта. Таким образом, Яков Емельянов родился 13 марта по старому стилю, что соответствует по новому стилю на 25 марта. С этого года культурный центр имени Якова Емельянова будет отмечать эту дату как одну из основных событий в жизни Кряшенского сообщества и культурного центра имени Якова Емельянова. Поэт, кряшенский священнослужитель Емельянов Яков Емельянович родился в селе Алан-Полян Лаишевского района Казанской губернии. Ныне это Рыбнослободский район Республики Татарстан. Он родился в семье государственных крестьян Емельяна Петровича и Акулины Сергеевны. Прадед Якова со стороны отца Федор Сидоров родился в той же деревне Алан-Полян. Здесь же родились его дед Петр Федоров и бабушка Просковья. У его деда было двое сыновей – Иван и Емельян. Яков рос в многодетной семье, и у него было трое старших братьев – Николай, Кондрат, Иван, младший брат Прокофий, младшие сестры Пелагея, Аксинья и Феодосия. После открытия Центральной крещено-татарской школы в Казани в 1864 году, 22 марта 16-летний Яков Емельянов прибывает в Казань, где становится одним из первых воспитанников данной школы. Именно здесь, под влиянием Василия Тимофеева, который на досуге не прочь был заниматься стихотворчеством, юный Яков стал проявлять интерес к поэзии. Тимофеев и Ильминский выделяли талантливого ученика из общей массы учащихся школы. И Ильминский дал даже ему следующую характеристику. По наружности сыновитый, высокий, сухощавый, выражение лица серьезное, но не суровое, говорит обдумавши, не торопясь, степенно и назидательно, шутки не допускает, не пьет и не курит. После окончания с 1866 года по 1867 год Емельянов работал учителем в Братской Уреево-Челнинской школе, а с 1870 года в Земской, расположенной в 3 верстах от его родной деревни, где впервые познакомился с творчеством популярных в то время русских поэтов Кольцова, Некрасова, Никитина.
Наряду с этим он изучает и популярные художественные произведения таких выдающихся деятелей инородческого просвещения, как Верещагин, Яковлев, Евсеев, Никольский и другие. И в этот период в нем рос поэтический дар, появляются его первые стихи. На лето 1871 года Яков был направлен Ильминским в Свияжский монастырь к начальнику Свияжского училища смотрителю Платону Максимовичу специально для изучения русского языка, так как его знание было необходимо для поступления в духовное сословие. И 1 сентября 1873 года Емельянов был переведен учителем в Казанскую центральную крещенную татарскую школу. Примерно в эти же годы Яков Емельянов женится на Прасковье Петровой, которая была младше мужа на 1 год. 24 мая 1874 года архиепископ Казанский и Свияжский Антоний Амфитеатров рукоположил Емельянова в сан диакона к домовой церкви Центральной крещено-татарской школы. 19 ноября того же года диакон Яков Емельянов был переведен на учительскую должность в среднюю армянскую школу Братства святителя Гурия, ныне села Албаева Мамадышского района Республики Татарстан. Здесь он состоял сверхштатным диаконом при церкви святого Иоанна Предтечи. Здесь он увлекался художественным творчеством, начал писать стихи. Именно во время работы в селе Албаево им были написаны произведения, вошедшие в его первый сборник, который был издан в 1879 году переводческой комиссией под названием «Стихи на крещено-татарском языке. Диакон Яков Емельянов. Стихлары». В этот сборник вошли его 11 стихотворений, которые были написаны в 1870-х годах. Когда в инородческом селении открылись вакансии помощника-настоятеля церкви, Совет Братства ходатайствовал перед архиереем о его рукоположении во священника. И 12 октября 1880 года Яков Емельянов был рукоположен в сан иерея в селе Юкачи Мамадышского района Казанской губернии. Это ныне Мамадышский район Республики Татарстан. Он был рукоположен архиепископом Казанским и Свияжским Сергием Лепедевским. Через год вступил в должность законоучителя Юкачинского приходского училища. С прихожанами он вел воскресные катехизические беседы. С 1882 года служил в селе Чура Мамадышского уезда, ныне Кукмарский район Республики Татарстан. Здесь им был создан второй сборник стихов, а 16 сентября 1888 года был переведен к церкви небольшого села Уря-Сучи. Месяцев за 5 до своей смерти Яков Емельянов попросился в село Уреево-Челны, где скончался 3 февраля 1893 года. Яков Емельянов үз заманында электен бик зур зыян күргән шәхес. Үзе ул бу турыда менә булай дип яза. Тор гадел, йөр шиксез, бул изге, кыл яхшы, уйла туры, сөйләш чын, буяр, әләк. Кайгыр, көйен, интек, инәл, йыла тилмер, уйла шәйлә, уйыңны җәймә, телеңне бәйлә. Ябышыр, әләк. Шықма, йөрмә, барма, кермә, берәүне белмә, шиклән, биклән, яклан, саклан, башыңнан каплан. Сизәр, әләк. Каладан илгә, җирдән суга, суыктан утка, төшлектән төнгә, таудан атауга, күч, каш, табар әләк. Шуннан яман тинтәк башлы, иң акылсыз шак каргадан бик тизеннән котылмасак, итәр харап. Известно, что за мелодичность и напевность своей поэзии Яков Емельянов получил в народе прозвище Жирче-Жакау, певец Яков. Всего известно 20 стихотворений поэта. При жизни поэта было опубликовано 2 издания стихотворений его в 1879 году и в 1888 году. Литературное наследие Якова Емельянова невелико. При жизни поэт выпустил только 2 небольших поэтических сборника, но весьма значительно в том отношении, что именно его стихотворения стали первыми известными современному литературоведению образцами кряшинской поэзии. Жыршы Жаков, кайгылы шакта күйінме, тыныштырам дип сыйынме.
Bu dünyanın hasreti her kişinin eyinde. Kaygılı şakta tınışlık Xudayның özünden kiledir. Kilgen tınışlıkны tıyışı türlü sınavlarını жиңәдер. Kaygılar kile bendege, ötken tırmışın sizerge. Ötken tırmışın anlagan birine Allah'ını danlarga. Allah'ını danlagan bendenin kaygılı günleri tiz üte. Ötken günlerini tekşirsen Allah'ın izgiligine eskite. Allah'ın izgiligin tekşirige kaygı көргәннәр куәтле. Kaygılı günde түзгәнне Худай итмәс, оятлы. Яков Емельянов, на мой взгляд, как священник был достаточно заурядный, но как личность творческая он действительно был талантлив, потому что его дети, вот в частности Елизавета Яковлевна, она также писала стихи, была музыкально одаренной, а правнучка вообще известный человек в Ульяновске, это Галия Ларина Шадрина. В честь нее названо музыкальное училище в Ульяновске. Она была первым директором и вообще основателем этого училища. Вот поэтому удостоилась такой чести. Ну и другая дочь, согласно свидетельству ее правнучки, она также была музыкально одаренной и также писала стихи. Есть даже какое-то там свидетельство, что некоторые стихи, вот стихи одной из дочерей, вошли в антологию татарской поэзии. Ну, видимо, не под собственным именем, потому что она, вот дочь, согласно свидетельству правнучки, с кем я имел переписку, она свидетельствует о том, что она передала какому-то татарскому поэту для знакомства. И вот он, видимо, под своим именем, да, вот, их опубликовал. Одна из дочерей проживала со своими детьми в Ульяновске. Она там же и умерла. А вторая дочь, Екатерина Яковлевна, она всю жизнь прожила в Казани. Причем ее дети проживали в других городах. В частности, ее дочь проживала в Твери. Она здесь, в Казани, так и окончила свою жизнь. Похоронена на Арском кладбище города Казани и скончалась в 1981 году. Ну, что касается самого Якова Емельянова, то его биография достаточно на сегодняшний момент изучена. Я в свое время начинал изучать биографию именно с подачи казанского историка Липакова Евгения Васильевича, ныне покойного, к сожалению. Он был моим научным руководителем, он мне предложил исследовать его биографию, потому что что касается его обучения, конечно, он был малообразованным человеком. То есть первая волна кряшинского духовенства, она была достаточно малообразована. Они получали только начальное образование в крещено-татарской школе. Но это же надо понимать, что там за 4 года чему человек может научиться? Только читать, писать. Но то, что вот Яков Емельянов, он выделяется из всей плеяды вот, кряшинского духовенства второй половины 19 века, это точно. Потому что он был очень даровитым человеком. Он и музыкально у него были и он творчеством занимался. И через творчество, на мой взгляд, он все-таки проповедовал христианские ценности. Sarını utur sekige, badle utur taldığına. Жақшыға урын bir оңнан, жаманға урын bir солдан, усалға ярар ушаға.
жарар булсага. Жумартны жүнитіп сыйла, жуашны жуанып сыйла, сарыны сағитып сыйла, гаділні қуанып сыйла. Жаманны жайлап сыйла, усалны ойлап сыйла, бусағада булса да ярар, булмаса алдына қарар. Мына жетті бейремнер, бізге келер қонақлар, алларға сый әзірле, тыйыш іші қадірле. Алларға сый